Друзья, добрый день! Продолжаем тему время. Тан – утро, танг – утренний, туз – полдень, туске – обеденный, кеш – вечер, поздно, кешке – вечерний, тун – ночь, тунге – ночной, кюн – день, кюндес – днем, кюндесге – дневной, бюген – сегодня, бюгенге – сегодняшний, ертен – завтра, ертенге – завтрашний, кеше – вчера, кешеге – вчерашний, бюрсегүне – послезавтра, алденгюне – позавчера, апта – неделя, дусинбе – понедельник, сейсинбе – вторник, сарсинбе – среда, бейсинбе – четверг, жума – пятница, сенбе – суббота и жексенбе – воскресенье. Теперь давайте повторять. Тан – утро, танг – правильно, утренний, туз – полдень, туске – обеденный. Если вы обратили внимание, то после каждого существительного, точнее в конце каждого существительного, тан, туз, утро, полдень, мы добавляем временные суффиксы, так называемые г, г, к, к, в зависимости от звонкости, твердости, глухости, мягкости. Кеш. Как вы переведете? Правильно, вечер, поздно. А как будет вечерний? Правильно, кешке. Тун. Ночь, а тунге ночной. Видите, да? Кеш, кешке, тун, тунге. Кюн. День. Но здесь кюндес. Как переведем? Днем. А вот дневной будет кюндесге. То есть мы добавляем не к слову день, а к слову днем. Добавляем временное окончание, временной суффикс г. Бюген. Сегодня. Бюгенге. Сегодняшний. Молодцы. Ертен. Завтра. А завтрашний будет как? Правильно. Ертенге. Н звонкая и Е мягкая. Ертенге. Завтрашний. Молодцы. Дальше. Кеше. Вчера. Кешеге. Вчерашний. Бюрсегүне. Послезавтра и алденгюне. Позавчера. Молодцы. Апта. Неделя. Хорошо. Дуйсинбе. Понедельник. Сейсинбе. Вторник. Сарсинбе. Среда. Молодцы. Бейсинбе. Четверг. Жума. Пятница. Сенбе. Суббота. И жексенбе. Воскресенье. Здесь тоже очень просто запомнить.
Везде в конце каждого дня недели, кроме пятницы, стоит слово сенбе. Дуйсенбе, терсенбе, тарсенбе, бейсенбе, жексенбе. Ну и, конечно, сенбе суббота. Кешке сагат жете. Как вы переведете? 7 часов вечера. Молодцы. Сагат жете – это 7 часов. И кешке показывает, что это вечернее время. То есть 7 часов вечера. Или дословно вечернее время 7. Вечерний час. Дальше. Тангы сагат сегес. Правильно. 8 часов утра. Молодцы. Күндезге сагат уш. 3 часа дня. Отлично. Эту проходить. Жузу плавать. Кезек очередь. Повторяем слова. Эту. Правильно. Проходить. Жузу плавать. И кезек очередь. Будем использовать эти слова для составления предложения. И теперь, если мы поставим слово сагат после числительного, то получим период времени. Üç saat öte. Прошло 3 часа. Üç saat – это период времени. То есть сколько времени прошло? 3 часа. Если бы мы сказали сагат üç, это было бы просто. Сейчас 3 часа. То есть это вот прям текущее время. А вот üç saat – это период времени. Кешке сагат жете. Вот как вы здесь переведете? 7 часов вечера. Молодцы. А если бы мы сказали жете сагат, то в течение 7 часов. Ну и на этом, друзья, все. Наш словарик закончен. Спасибо вам за просмотр. Посылайте ссылки тем, кто хочет учить казахский язык, но не знает, с чего начать. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте писать комментарии, если вам был полезен данный словарик, или у вас есть какие-то вопросы или пожелания. А я еще раз с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Пока.